Исидор Шалодевич, расскажите о том, как у вас обстояли дела в 2023 году. Уважаемый президент, в 2023 году много чего не успели сделать. Те вещи, которые мы на что обращали внимание, не смогли довести до конца. Есть рабочие моменты, которые перешли в 2024 год. То есть я бы хотел сказать о том, что в 2024 году было запланировано более 50 миллионов рублей. Из них часть мы смогли, это средства с республиканского бюджета, с местного бюджета, смогли освоить некоторые, то, что не успели, перешли на 2024 год. Уважаемый президент, 2023 год в полном объеме выполнен бюджет на 102,5%. Доходная часть составила 65 миллионов 887 тысяч рублей. Это является, видимо, показателем того, что мы смогли бюджет довести до конца. Касаемо района, то есть есть некоторые моменты, где бы хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, это рабочие места. У нас до сих пор сложности, люди с района уезжают, ищут в других районах Абхазии, устраиваются. То есть, в принципе, в летний сезон у нас район фактически находится в поисках работы. Касаемо у нас в планах в будущем, Славян Георгиевич, мы планируем создание рабочих мест, которые решит много проблем. Это связано с каменным углем. Есть люди, которые интересуются, ведут работы. Надеемся, в этом году, как поменяются погодные условия, то есть опять возобновят работать. То есть в этом плане у нас откроются новые рабочие места, примерно до 1000 человек. Сегодня, я бы сказал так, нам абсолютно не хватает человеческого ресурса. Это факт. Мы не можем элементарно найти специалистов, даже узких специалистов. То есть пока не будет увеличения населения в городе, в районе, пока мы не подойдем о том, что нужно район вкладывать и возрождать, это как былые времена. И я уверен, что в будущем у нас уже есть интересующие люди в том, что район стал более перспективным. К нам приезжают туристы. У нас есть места, что мы можем показать. То, что по инвестпрограмме, Аслан Георгиевич, благодаря вас, то, что мы делаем дорогу Акармара Ткачал, увеличит поток людей, туристов. То есть это очень заметно, и я думаю, что в будущем, когда будет дорога по инвестпрограмме завершена, а завершена будет в 2004 году, на 8-7 миллионов уже проделаны работы. По техническим причинам сегодня пока работа не ведется. Это одна сторона. Касаемо района, по сельскохозяйственному, если затронут по сельскому хозяйству, то у нас есть приятная новость, Славян Георгиевич, село Кахора. То есть, в этом плане мы в этом году отдали вилла Илана 300 с чем-то гектаров земли, АО «София» 315 гектаров земли. Уже посажено более 4500 фирмы Илана, посадили цитрусовые мандарины. Заказано у них в этом году на 20 тысяч новый сорт мандарин, это с Китая. Работа продолжается, посажено фруктовые, более 500 штук. Аста Вилла Псны, они ведут расчистку, подготовку. В этом году начнется посадка. Посадка связана с
виноградом, мандарины. То есть в этом плане у нас есть продвижение, то есть радует. Я надеюсь, работы не будут остановлены и будем двигаться вперед. Касаемо, сколько у нас в районе еще было отдано в аренду, около 14 гектаров земли еще в 2012 году было посажено фейхо, и 147 с чем-то гектаров было под фундук орех. То есть это сохранилось в частном виде, мы отдали в аренду, занимаются в этом плане. В совхозе у нас в село Речь, частное вложение, там открыто фермерное хозяйство. Аслан Георгиевич, вложение было около 150 миллионов рублей. То есть в этом плане в районе что-то в направлении сельского хозяйства показатели у нас неплохие, я так думаю. Хотя это мало очень. У нас 19 тысяч гектаров земли, Аслан Георгиевич. Из них полезная часть очень мало, то есть заросло, где-то требуется вложение. Мы бы с удовольствием, если бы появится возможность у людей, мы бы представили дали бы все возможности, чтобы развивалось сельское хозяйство. То есть вилла Илана в этом году около 15 тонн, у нас новый вид голубыки, то есть для Абхазии около 15 тонн они освоили и продали. То есть я бы сказал огромное спасибо им, тем, кто занимается сельским хозяйством. Это сложно очень. За последнее время отток людей с района, с города Тхуарчал не наблюдается в этом плане. То есть у нас уже идет к прибавлению. То есть интерес появился благодаря вас. У нас никогда не было развития туризма. В этом плане люди интересуются и идет прибавление. Ну мало, конечно, но идет прибавление. Вот подскажите, выращивание форели – это новое предприятие, насколько я проинформирован. Там еще заготавливают красную икру. Сколько человек работает на предприятии, сколько там рабочих мест? Примерно работает до 20 человек. То есть там должны построить еще завод для переработки. И там ведутся работы, но примерно сегодня работает до 20 человек, которые получают зарплату. Это предприятие какие-то платежи в бюджет района осуществляет? Да, конечно, подоходный налог за аренду, конечно. Понятно. Конечно. Вот что касается предприятий, которые занимаются выращиванием цитрусовых культур, а там сколько человек работает? Мне это сложно сейчас сказать, но примерно до 100 человек. Около 100 человек? Да, 100 человек, да. Понятно. Это просто рабочие, пока, которые работают там. А какая зарплата у них там средняя? Ну, средняя зарплата по-разному, но примерно 15-20 тысяч рублей. 15-20 тысяч Да, рублей? да. И на форельном хозяйстве тоже такая или больше? В фермерном хозяйстве, да, там чуть побольше. Чуть побольше. А средняя зарплата по району какая? Средняя зарплата у нас по-разному. Учителя, например, получают 17 500, 16-17 500. Сейчас мы постарались поднять зарплату. Спасибо кабинету министра, мы постарались поднять зарплату. Подняли жилищно-коммунальное хозяйство, мы там приобрели много техники, то есть, например, на 12-13 миллионов рублей. В 2023 году из средства республиканского бюджета было реализовано следующее мероприятие на общую сумму 32 миллиона 950 тысяч рублей, в том числе ремонт кровли Дворца культуры имени Дермита Гуля 2 миллиона 801 тысяча рублей, установлена подпорная стена по улице Аршба 1 миллион 500 тысяч рублей, на ремонт спортзала школа номер 4 2 миллиона 850 тысяч рублей, на ремонт школы село Губеге было выделено 4 миллиона рублей, капитальный ремонт моста через реку Ходжа 8 миллионов 20 тысяч рублей, строительство 3 детских площадок, один в городе Тхуарчал 3 миллиона 750 тысяч рублей, на ремонт кровли дом номер 1 по улице Горького 6 миллионов 500 тысяч рублей, на ремонт кровли
дома номер 15 3 миллиона 348 тысяч рублей. То есть вот все, что было выделено, я считаю, что это цифры, конечно, небольшие, но для нас это очень существенно. То есть изменилась ситуация, особенно люди благодарны, которые за мост, который сделан за 8 миллионов 20 тысяч рублей. У людей появилась возможность, то есть попасть домой, не обходя, там 2-3 километра должны были обходить. То есть это они очень благодарны. С 2023 года из средств местного бюджета было реализовано следующее мероприятие на общую сумму с 50 миллионов 680 тысяч рублей. В том числе, я перечислю, если позволите, Слава Юрьевич. Так, приобретен грейдер 2 миллиона 700 тысяч рублей. У нас около 40 километров грунтовых дорог, и мы должны все время поддерживать. Если даже мы не можем положить асфальт, мы должны поддерживать, в порядок проводить дороги. И мы за это купили грейдер. Хотя это грейдер не новый, мы купили ее за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Приобретен евроконтейнеры 1 миллион 184 тысячи рублей. Приобретен эскаватор, погрузчик для ЖКХ 1 миллион 200 тысяч рублей. Приобретен мусоровоз 5 миллионов 650 тысяч рублей. То есть здесь очень было все плачевно. Люди, которые работают, уже невозможно было, в принципе, работать. И мы пошли на том, чтобы мы смогли приобрести. И мы смогли еще добавить зарплату. То есть были очень низкие зарплаты, и мы смогли поднять зарплаты и приобрести машину. Профинансировано на приобретение прибор учета 1 миллион 25 тысяч рублей. Профинансированы работы по капитальному ремонту улица Апсила, сметная стоимость 10 миллионов 750 тысяч рублей, но мы уже часть денег, 5 миллионов, мы уже освоили. Профинансировано на завершение работы по городскому парку отдыха 2 миллиона 900 тысяч рублей. Профинансированы работы по капитальному ремонту детского парка отдыха, сметная стоимость 35 миллионов 420 тысяч рублей. Из них мы уже освоили, то есть мы же отпустили 27 миллионов 875 тысяч рублей. На празднование к Дню Победы, то есть мы смогли потратить 2 миллиона рублей. На открытие вокально-музыкальной студии было выделено 200 тысяч рублей. На ремонт кровли администрации села Тхуарчал было выделено 230 тысяч рублей. На установку стелы у въезда в город Тхуарчал было выделено 300 тысяч рублей. Но здесь я благодарен удовольствием, они нам стелу подарили, мы ее установили, мы потратили 300 тысяч рублей. Была оказана материальная помощь населению 1 миллион 20 тысяч рублей. Понятное дело, что у меня других возможностей нет, но мы, в принципе, кто бы ни обращался к нам, мы всегда стараемся помочь. Если у нас не получается, это понятно, что мы не всегда можем решить, то мы обращаемся к вам, к Кабинету министров. Исидор Шалудович, расскажите поподробнее о строительстве, о ходе строительства участка дороги Тхуарчал-Акармара. Там сколько километров должно быть сделано, сколько на сегодняшний день уже сделано и когда работы будут завершены. Аслан Георгиевич, если вы позволите, начну с того, что уже сделано на 87 миллионов рублей. По техническим причинам должны были еще закончить в прошлом году, в ноябре месяце, но у нас не получилось, у них не получилось, вернее, там поменялись, ценовая политика поменялась. Вот, сделано всего около 8 километров. То есть сколько всего должно быть сделано? Около 18 километров, Аслан Георгиевич. Около 18 километров. Да. Это только до города. Участок дороги Тхуарчал-Акармара. Да. Сделано 8 километров. Да, около 8 километров, да. Хорошо. Работы сейчас идут? Пока работы не идут, потому что по технической причине завод стоит на ремонте. И, насколько мне известно, вот я разговаривал, завод на ремонте, как только они закончат, 10 марта они обещали уже приступить к 10 марта. То есть они пообещали уже. Они вообще должны были завершить где-то в апрель-май месяц. То есть пока летний сезон начнется, я думаю, у нас будет подготовлены к этому, чтобы могли поднять туристов. Я просил бы вас этот вопрос держать на контроле и владеть в полной мере информацией, которая имеет отношение к этому объекту. По какой причине не сделано, кто за это ответственен,
как сделать так, чтобы графики строительных работ не нарушались. Надо эту ситуацию контролировать, потому что, как это мне представляется, эта дорога нужна многим. Туда с большим удовольствием приезжают туристы. И приезжали бы к вам тоже, в том числе в межсезонье, сейчас, если дорога была бы. Поэтому берите ситуацию на контроль, а мы вам поможем. А если позволите, у нас еще хотелось бы обсудить планы развития района и что мы хотели бы сделать, на что бы обратили бы внимание. И у нас связано, я уже как говорил, с открытием новых рабочих мест. Это понятно, самое важное для нас. Развитие туризма, это очень для нас это приоритет. То есть у нас есть, что можно показать. То есть мы хотели бы, если получится в государстве, найти человека, который бы мог вложить на туризм, дорога до озера Безымянной. Мы, в принципе, самостоятельно занимаемся, но у нас как-то вот с финансовым у нас сложности, трудности, и мы так самостоятельно не справимся с этим делом. Я попросил бы вас, чтобы вы обратили на это, чтобы мы могли двигаться по направлению туризма. За последнее время сколько было денег вложено в город Хочал на развитие, то это не было за последних 30 лет. За эту поддержку огромное вам спасибо. Спасибо кабинет-министру, спасибо парламенту. Хорошо. И ранее, и сейчас, и завтра восточные регионы Абхазии, в частности Тхорчал, будут находиться в, скажем так, в зоне, скажем, поддержки. Мы будем вас поддерживать, исходя из того, чем будем располагать. Но потенциал, который существует в этих районах, должен быть раскрыт. И в этом плане очень много будет зависеть от вас, от вашей команды, от районного собрания. В целом дела обстоят удовлетворительно, за что я хотел бы вас поблагодарить. Спасибо вам большое. Спасибо.